песен и танцев. Это настоящее искусство высочайшего достоинства, потому что оно подлинное из самых корней народа. В нем все – чистота, душа, сердце, мудрость и глубина. Я вдохновлен и обязательно напишу что-то на основе этих мелодий. Утро следующего дня вдохновленный Мишель Легран решил не расставаться с ингушской делегацией. Теплая встреча на причале. Гостей, в числе которых посол России во Франции Александр Авдеев и президент Ингушетии Мурат Зязиков, пригласили на боевой корабль «Цезарь Кунников». В их честь был устроен прием. Десантный корабль Черноморского флота специально пришел в Канны для участия в фестивале. Сопровождал российский десант, командующий Средиземноморским флотом. Гостям обещали сюрприз на борту. Места в шлюпке с трудом хватило на всех. Пока делегация любовалась, подплывая к кораблю красотами каннских морских пейзажей, на борту Цезаря Кунникова заканчивалась подготовка к встрече. Обещанный сюрприз оказался музыкальным. Иначе на фестивале и быть не могло. Искусству ингушей, о котором в Каннах уже говорили все, моряки готовили достойный ответ, вовсю стараясь не ударить в грязь лицом. Морской оркестр старательно выдавал медь знакомых мелодий. Для встречи был выстроен почетный караул. Рапорт принимают посол Российской Федерации во Франции и президент Ингушетии. Затем они совершили ознакомительную экскурсию по боевому кораблю, встретились с личным составом. Среди моряков оказались и земляки Мурата Зязикова с Северного Кавказа. Ходатайство для них по просьбе ингушского президента об увольнительных на берег для участия в приеме от имени Республики Ингушетия было командованием удовлетворено. Надо сказать, что фольклорным коллективам из Ингушетии, вопреки заведенному порядку, было предоставлено для выступлений 2 дня, тогда как все остальные довольствовались одним. Ингуши демонстрировали свое искусство на одной сценической площадке с такими прославленными коллективами, как Государственный симфонический оркестр под управлением Федосеева, Мариинский театр, другими выдающимися исполнителями. Новые впечатления, новый город, все новое, нормально, очень красиво. Мы рады, что сюда приехали, попали. Очень тепло нас приняли, нам очень понравилось. Это наш ансамбль. Это у нас в горах, в Джейрахе. Это 15-летие у нас было республики. Вот мы там отработали, там нас сняли. Если в день открытия фестиваля ансамбли выступали в закрытом помещении, то во второй день под открытым небом на знаменитой набережной Круазет. И снова восторг, овации, успех. Я даже не подозревала, что так можно танцевать. Это бесподобно, глаз не оторвешь. Это кто, откуда, где такое можно снова увидеть? Я думал, что самые зажигательные танцы у нас, ошибался. И если бы не надо было помогать на кухне, сам бы танцевал всю ночь. Вот что значит волшебная сила искусства. Повар-африканец готов записаться на курсы по обучению кавказским танцам. Композитор Мишель Легран не пропускает ни одного выступления артистов из Ингушетии, объявляет себя их страстным поклонником и выпивает за это рюмку водки. А посол России и президент республики не могут устоять на месте и выходят в круг. Их примеру следуют многие из собравшихся. Кстати, среди гостей было немало соотечественников, представителей ингушской диаспоры, которые специально приехали на торжество из разных уголков Европы. И среди наших регионов для французов мы открываем те регионы, которые они не знали, либо которые они ассоциировали с проблемами, либо с чем-то другим. А оказывается, это процветающая культура, это красивые люди, это прекрасная живопись, это великолепные фольклорные ансамбли. И все это сегодня в Каннах вызывает восторг и много вопросов и в адрес журналистов, и в наш адрес. Почему об этом не знали раньше? Почему традиционные связи Франции с регионами ослабли? А мы довольны, потому что мы с помощью ингушской культуры, культуры других регионов сегодня достойно, я бы сказал, полноценно представляем всю Россию. Вот президент Ингушетии Мурат Магомедович Зязиков сказал французам, что средний возраст ингушей сегодня, это в нашей проблемной экономике, оказывается, средний возраст ингушей больше и выше, чем средний возраст французов. 77 лет. Французы этого не знали. Я думаю, что
мы не до конца еще даже осознаем возможности, которые нам предоставляют региональные связи и вообще выход регионов на культурную площадку Западной Европы, на экономическую площадку Западной Европы. Вот сыры, к примеру, сыр. Оказывается, Франция – столица сыров, однако таких сыров, как в Ингушетии, здесь нет. Да, поедут к нам учиться. Минеральная вода Кавказа, оказывается, по целебным свойствам она лучше, чем лучшие минеральные воды Франции. И сейчас от Пьера Кардена до французских врачей все хотят иметь образцы минеральной воды Ингушетии, а может быть и покупать и продавать здесь постоянно. В общем, каждый день какие-то интересные открытия. Говорят, что люди во всем мире едят для того, чтобы жить, и только французы живут для того, чтобы есть. На то и рассчитывали ингушские повара, приготовив для гурманов в Каннах такое великолепие традиционных национальных блюд. Удивлять так удивлять по полной программе. Вот это наше национальное блюдо. Это блюдо называется духхалтом, значит, мясо с галушкой. Вот здесь к этому мясу, значит, подается еще приправа. Посмотрите, какие галушки красивые. Нет, это с пшеничной муки, называется чапли, с картошкой на масле. Так что отведайте, мы вам очень рады. Что можно точно сказать, первый блин комом не вышел. Ингушетия покорила Канны. Ее искусство добавило яркую краску в палитру европейской культуры, оставив свой след на знаменитой Красной лестнице. И мне кажется, что им очень понравилось. По аплодисментам, по их сияющим глазам, как бы с восхищением смотрели. Узнали культуру Ингушетии, узнали артистов Ингушетии, танцы Ингушетии, обычаи Ингушетии, даже кухню Ингушетии. Ну, мы выезжали убойной командой, еще во главе президент у нас был, и мы сделали все, что смогли. Они увидели, что ингуши – это один из самых красивейших, один из самых добрых, один из самых самобытных народов. И они увидели вот красивых молодых людей, красивых девушек. Они увидели наши красивые обычаи и наши такие добрые исторические корни. Они увидели вот то радушие, с которым они приехали во Францию, и они еще раз показали всей Франции, что у России особое отношение с Францией и к Франции. А у ингушей вот такое, ну, просто описать невозможно. Настолько ингуши любят Францию. Франция отвечает взаимностью. Артистов из Ингушетии здесь запомнили и полюбили. Их выступление стало культурным событием года, как писала пресса. И потому Российский фонд культуры приглашает к себе снова эти юные таланты после их триумфа на Лазурном берегу. Успех не дает расслабиться, предполагает плотный график выступлений. И напутствие президента, как всегда, кстати. В торжественной обстановке принимали детский танцевальный коллектив в старинном здании Российского фонда культуры. Зажженная свеча как символ искрометного искусства. Искусство, которое способно согревать сердца. Это они, юные артисты из Ингушетии, зажигали своим темпераментом и мастерством искушенную публику в Каннах. Это о них восторженно писала французская пресса. Сегодня их чествуют в Российском фонде культуры. Ведь с Лазурного берега детский ансамбль «Зори Ингушетии» возвратился с триумфом. 10-й юбилейный фестиваль российского искусства в Каннах зазвучал по-новому под ритмы ингушских мелодий. Для французов это была экзотика, как первое впечатление, за ним высокое искусство. Франция открыла для себя Ингушетию. Канны зажгли новые звезды, которым, как оказалось, совсем немного лет, средний возраст 13. Я хочу, чтобы все увидели, как я хорошо танцую. Меня сначала мама просто отдала, чтобы я научился, и меня сдали в ансамбль. Сдали тебя? Ну, не сдали, а отдали. А назад-то забрали? Нет. С ансамблем «Зори Ингушетии» у этих ребят теперь связана вся жизнь. Занятия 3 раза в неделю по 6-8 часов. Движения отточены, доведены почти до совершенства. После фестиваля в Каннах расслабляться нельзя. Здесь, в Российском фонде культуры, публика собралась не менее взыскательная, хотя, бесспорно, более доброжелательная, потому что это наши дети, родные, как говорит о них президент республики. Я просто горд, я просто счастлив, что
Есть у меня